Сход жителей Адзюбжи, вызванный инцидентом с избиением ветеранов на набережной 30 сентября, проходил в парке у мемориала павшим за Родину. Его организатором выступил Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Председатель Совета старейшин Адзюбжи Нугзар Кация считает, что конфликт, получивший столь масштабное развитие, можно было решить уже на следующий день, но его, отмечает Кация, перевели в политическую плоскость. Неужели в стране, в нашем государстве, где еще господствует абхазский менталитет, с которым мы считаемся, и мы обязаны считаться, пока последний абхазец будет ходить по этой земле, и нашелся человек или такой орган, который вот вмешался в эту ситуацию, и этот инцидент разрешил на второй, или, по крайней мере, на третий день. Вы понимаете, вот так получилось, что кому-то моя хата с краю, меня это не касается, да и Бог с ним. Идет это на самотек. Это страшное дело. Ну, Бог с ним. То есть тут мы не говорим о физической силе, о физических побоях. Это второй план. Понимаете, мы говорим о человеческом моральном. Это морально убивает, слушайте, случилось такое. От имени действующей власти на встрече присутствовал глава Чимчирского района Беслан Бегвава. Он считает, что в данной ситуации нельзя давать волю эмоциям. Конфликт нужно урегулировать исключительно в правовом русле. Эта ситуация никому не нравится. Если мое мнение спросите, мне она тоже не очень нравится. То есть вообще не нравится. Но так или иначе, если мы выбрали этот путь, мы же строим все правовое государство. Мы же хотим правовое государство построить. Если мы выбрали этот путь, должны оценку дать не я и не кто-то из нас. Пускай прокуратура занимается и дает оценку этому. Устроит это президента или не устроит, придется согласиться. Устроит, значит устроит. Не устроит оппонентов, кто стоит сейчас, тоже надо будет с этим согласиться. Но чтобы это было все правильно и законно, вот это вот лично мое мнение. Депутат Гарри Кокая, непосредственный участник конфликта, считает, что работа правоохранительных органов всех звеньев в отношении министра Дмитрия Дбар и его заместителей Цвишба и Чачхалия не объективна. По его словам, временное отстранение от должности на период расследования – это мера, направленная на успокоение общества. Все процессуальные нормы, не все используется, потому что люди под тяжкой статьей, которые находятся, обычно санкционируются. Их кто-то санкционировал, нет не санкционирован. Они ходят с оружием по городу, они оказывают давление на свидетелей. Обычно в таких ситуациях людей санкционируют или под домашний арест, разные формы санкций. Но никакой санкции не было. Их возбуждение уголовного дела на них является фиктивным, так как никакого представления ни в Кабмине не было. Они все-таки замминистры, наверное. Если президент ссылался на мнение прокурора и ждал от него ответа, он его уже получил. Он получил уже от общественности, он получил уже мнение ветеранов войны, каких-то ветеранских организаций, он получил мнение общественной палаты, он получил мнение Совета старейшин. Что еще нужно нашему президенту для того, чтобы он принял элементарное решение? Такого же мнения придерживается Ахра Авецба. Я 3,5 месяца просидел, потому что мне статью лепили свыше 5 лет. У них статья свыше 7 лет. Почему они не сидят? Вот если бы они сидели бы сейчас, хотя бы там этот месяц, мы бы сказали, что что-то они двигают, что-то делают. Но уже они хотят направить на снятие мандатов и так далее. Поэтому прокуратура, я заявляю, я готов к этому, у них там миллион статей под это подгоняется, что она не будет работать в пользу нашего народа, не в пользу нас, никого. Она работает в пользу руководства страны, потому что она поймана. На митинге присутствовали ветераны, наиболее пострадавшие в ходе драки на набережной 30 сентября. Среди них Зураб Кокая и Валерий Маргания. Они продолжают настаивать на отставке министра внутренних дел. К следствию ветеранов также есть определенное недоверие. За 30 лет, почти уже за 30 лет, вот на этот праздник
Еще нету, мы запрашиваем специально, нету человека, который за стрельбу был осужден или оштрафован за 30-27 лет. Не было этой статистики. Теперь приходит такая мысль, что произошло, какая должна быть мысль у человека, который пошел на праздник, который нам испортил уже, наверное, на оставшиеся дни праздник, и какую он должен был в голове нести информацию, прийти с такой агрессией. Мы живем на Кавказе, всегда стреляют, когда рождаются дети, когда Новый год, когда тем более самый святой праздник Дня Победы. Понимаешь? А все остальная деятельность, для меня, она преступная. И поведение, и продолжение поведения для меня невозможность и преступная. Месяц, никакого ответа нету по нашему вопросу. Зачем доводить это до крайности? Зачем нас доводить до того? Зачем сталкивать народ? Какие заслуги у этого человека перед Родиной, что его нельзя сместить с места? Скажите мне, пожалуйста, а? Какие у него заслуги? Что 10 человек чуть ли не втоптали в асфальт. Как-то можно это, мы ждем, но я не знаю, к чему это приведет. За все последствия, которые будут нести глава государства. Митинг продолжался около 1,5 часов. Его итогом стала резолюция, в которой участники выражают обеспокоенность ситуацией и призывают к сходу. Просим всех неравнодушных беззаконий, воцарившихся в Абхазии, собраться 4 ноября 2021 года в четверг на площади Абхазского драмтеатра в 13 часов 00 минут. Главным требованием на сходе будет полная отставка правоохранителей, принимавших участие в инциденте 30 сентября. Среди них министр внутренних дел Дмитрий Дбар и его заместители Раш Цвижба и Дадын Чачхалия. Илана Казымба, Георгий Кутарба, Абаза ТВ.